А как летать? С какой скоростью он летает? Там же вся прическа разрушится. От 140 до 180 идет. Ух ты, посмотрите. Так, держим. Вот. Вот все вот эти переключатели, датчики. Это наше местное производство, да? Да, мы все собрали. 3, 4, 5, 6, 12 раз. 7, 8, 9, 10. Побыстрее. А, еще 11, 12. Нет, медленнее. чудеса творятся. Можешь увидеть. Посмотрите. Ну все, расслабься. Леонардо, все хорошо. Ты просто робот. Они 100 и 150 километров, и даже между городами могут общаться. Да вы что? Я сейчас уеду, например, в Чулпанату, и мы сможем с вами пообщаться? Условно, да. Если Подождите, я могу этим кольцом оплачивать свои покупки? Все верно, абсолютно верно. Я могу вам продемонстрировать. Как вам такое, Илон Маск? Как вам такое кольцо? И браслет получается. Давайте продемонстрируйте. На Иссыкуле вновь проходит 7-й Кыргызско-Российский экономический форум, и где мы в данный момент находимся и освещаем для вас это событие. Позади меня центр отдыха Байтур, где непосредственно проходит сам форум. Здесь же выставка очень интересных инновационных технологий, можно сказать, нашего местного производства. И сейчас мы вам покажем, расскажем, поспрашиваем, что же тут интересного представлено. Let's go! Но первое, что сильно бросается взору, это наши отечественные летательные аппараты, если можно так сказать. Пойдем сейчас пообщаемся с главными инженерами, разработчиками данных самолетов, вертолетов. Автожир. Здравствуйте, можно с вами пару вопросов задать для СМИ? Ну расскажите, что это за аппарат у вас такой тут мощный? Это автожир называется. МТО Спорт. И получается, не предусмотрена крыша. Здесь, да. А как летать? С какой скоростью он летает? Там же вся прическа разрушится. От 140 до 180 идет. Да вы что? А вы сами летали? Да, летаем. А вы сами его сделали? Да, мы собрали. А на какой высоте летает аппарат? До 5000 метров. К примеру, вот я захочу сейчас отсюда с Бостери улететь в Бишкек. Сколько это по времени займет? 1,5 часа. 1,5 часа всего лишь и без пробок. Да. Тогда после выставки я вас найду, и мы взлетаем. А вы уже катали просто обычных гражданских людей? Да, бывало. А вообще для чего используется Учебно-тренировочные, это получается. И на химии использовали. химия? Это на химических работах, да. Ой, Опылять поля. интересно. Да. Опыляли поля. Мне кажется, здесь не хватает лопастей. Здесь, видите, ставить некуда. Там стоят. Они какой длине? Какая длина у У лопастей? него 8,2. 8 метров? Одна лопасть? Да, вот видите. здесь. Да вы что? Вот изображено. Ну, действительно. А какой вес поднимать максимум? 200 килограмм. На двоих. Да, двоих можно. Ну, я пока вхожу в этот диапазон. Это хорошо. Ну, супер. Осталось только его испытать. Но это уже в другом ролике. А как называется? Шумкар, да, знаем. А про этот расскажете? Самолет? Самолет тоже весом 250 килограмм. Поднимайте тоже до 5000 метров. Он уже как-то посерьезнее выглядит. Уже крыша сыбар, дождь не помеха, да? Да, здесь закрыто все. А уже пробовали, летали? Летаем тоже. А, например, вот просто обычный человек, если захочет полететь, сколько это будет стоить? Ну пока этого не пробовали. Не пробовали? Нет. Но можно же это как-то монетизировать. Вы будете это использовать в таких целях? Ну, со временем И возить будем. людей? Да. Ну, правда, по одному, да, только Да, по получится. Здесь пилот, здесь Посмотрим. пассажир. Классно. Здесь тоже Как двойное спорткар. управление. Двойное управление? Да. Пассажир тоже управляет? Да, могут. Видите, ручки там с той стороны, с этой стороны. Блин, опасно. Почему? Классно. А можно посмотреть внутри как? О, как Ламборгини прям открывается.
А, вот такое управление. Ух ты, посмотрите. Так, держим. Вот. Вот все вот эти переключатели, датчики. Это наше местное производство, да? Да, мы уже собрали. Собрали в Кыргызстане, между прочим, друзья. Это вам не шуточки. Классное. А вы потом на нем улетите? Нет, пока. Видите, крылья разобраны, здесь А. негде летать. Летать негде. Точно. Была бы полоса. В Тамчи можно приземлиться в аэропорт Тамчи? Можно, почему бы нет? У нас сейчас все разрешено. Классно. Тём Рахмат, очень интересно было. Я бы полетала. А может и полетаю, да? Осенью начнем, в сентябре, Да. в Канте. Все, я вас найду в Канте тогда. По звуку мотора. От лопасти. Защищены, да? От дождя. Так, ну пойдемте дальше. Рахмат, что еще интересно? Я бы хотела подойти к вот этому лежащему персонажу. А вас ничего не смущает на заднем фоне? То, что человек голый лежит? Здравствуйте, я снова к вам. Давайте еще раз расскажите, что это за персонаж у вас такой интересный. Давайте. Тут у нас находится симулятор робота-пациента Леонардо. Это симулятор для отработки навыков в области анестезиологии и реаниматологии. Нужен для того, чтобы будущие студенты, медики обучались, практиковали свои навыки, так сказать, выполняли все манипуляции не на живых людях, а сначала на роботах. Желательно, да? Да, конечно. Проводили все манипуляции на роботах, получали обратную связь, и потом в дальнейшем уже свои навыки, уже закрепленные, так сказать, в хорошем смысле слова, использовали на людях и лечили нас. А ничего то, что он моргает у вас? Он как живой. Ну, он и есть, он имитирует живого пациента со всей физиологией, с экскурсией грудной клетки поднимается, с морганием, с реакцией очков на свет. Он реально дышит. Прощупать пульс может даже. Да вы может что? потрогать, да. Ну-ка. Конечно. Чувствуете? Реально. Так. У меня даже будет Реально. Он дышит? Да, все верно. Леонардо, ты живой, Леонардо. А сколько он весит? Весит он порядка 75 килограмм. Как реальный человек. Да, имитирует полностью реального человека, именно скелетную структуру, костную структуру, мышечную структуру и так далее. То есть прям как живой человек. Что он умеет делать? Ну, То, что лежать. основной навык, наверное, это сердечно-легочная реанимация, то есть позволяет работать навыки реанимации, потом работать с настоящими медицинскими инструментами, то есть это приборами, дефибрилляторами, снятие ЭКГ, остановка кровотечения, работа с инъекцией введения препаратов, потом работа с различными осложнениями в области дыхательных путей, это отеки гортани, отеки языка, плюс вот костно-мышечный доступ, костный доступ, да, внутрикостник. Это как? Это Открыть можно? в случае, если, например, во время военных действий, образно говоря, когда врач не может прощупать вену в шоковом состоянии, вену сложно прощупать. Вот даже вы смотрите, вот у вас даже очень сложно вену найти на самом деле. Так вот. Вот есть только тут. Но Да. когда шоковое состояние, вена все очень сужается, да, и здесь сложно найти. И, можно естественно, мы делаем пробив в кость и уже вводим инъекцию в кость, на самом деле. Кость. Да, Бедный это, кстати, Леонардо. Не только введение жидкости, но еще инфузионной жидкости, то есть замена крови, этот кровезаменитель получается. То есть, чтобы как-то продлить жизнь пострадавшему. А давайте попробуем сделать ему сердечно-легочную реанимацию. Ну, если только вы сами. Я сама, смотрите. Давайте Так, поставим. сейчас мастер-класс. Мы, то есть, через компьютер, через программу специально через программу. моделируем особую ситуацию. То есть, сейчас у него остановка сердца. То есть, если вы посмотрите, вот тут вот в тени будет видно синий, ну, тут очень плохо видно, потому что свет нет. У него Но мы глаза видим, закрылись. что глаза закрылись, пропало Остановка сердцебиение, да. Леонардо, я тебя спасу. спасу. Я тебя спасу, Леонардо. Как учили? Два пальца. Очевидно, отросток получается. Это место, где начинаются уже ребра. Вот они. От Вот него они. два пальца. И уже вот тут вот Сильно делаем давить. прожатие, да. Потому что это самая, так сказать, крепкая часть. между Леонардо, ребер. шевей. Смотрите, тут у нас есть 3 показателя. Это показатель правильности положения рук. Так как мы с вами уже Да. обозначили место локации, то у нас правильно. Ага. Потом скорость прожатия, имитация, то есть работа сердца. Когда сердце работает, то есть у нас уже есть скорость, которая работает, частота сердечного сокращения. Вот эту частоту сердечного сокращения надо повторить. А надо максимально сымитировать работу сердца. А надо же До как-то 30 помощи. 9 счетов. 30 3. прожатий, на 30 прожатий делаем 2 вдоха, получается.
30 прожатий, ну, получается 30 прожатий 30 сердца. прожатий, ага. И 2 вдоха получается для подачи кислорода. Все, Леонардо, сейчас мы тебе... Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 12 раз. 7, 8, 9, 10. Побыстрее. А, еще? 11, 12, нет, медленнее. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, А он живет 24, потом? 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 вдоха. Я ему просто насмеялась в рот. Это безуспешно, Леонардо. Очнись, родной. Ну, давайте мы уже... 2 вдоха. Я его просто смеху дала в рот. Может, вы поцелуете его, тогда он оживет? Ну, он что, спящая красавица, ё-моё, Да. Леонардо. А как иначе? А я знаю, что он умеет потеть. А давайте, чтобы он вспотел. Как будто он такой засмущался и вспотел. О, ожил. Чудеса. Чудеса творятся. Можете увидеть. Посмотрите. Ну все, расслабься. Леонардо, все хорошо. Ты просто робот. А если к нему еще ИИ подключить, они потом могут завоевать мир? Такие Леонардики. Мы делаем так, что пока не помогает нам. Да, пусть пока помогает, да? И надеюсь, на этом мы остановимся. Да, Леонардо, пока ты просто лежи. А вот здесь, я смотрю, рана есть. Из нее может течь кровь. Все верно. В А вот она зависимости, течет. в зависимости от осложнений мы можем моделировать осложнение в виде даже Мгм. Открытая рана, из которой может течь кровь настоящая, ну, в рамках разумного. И студенты, медики могут тренироваться, как поступать при открытом кровотечении. Вот сейчас мы подключим Леонардика. Он дышит, реально дышит. Посмотрите. Пожалуйста. Вот она пошла, потекла. Так, Если я сделаю Нет. правильно основное кровотечение, Ага. то есть наложение жгута, наложение жгута, все верно. то она должна остановиться. Да. Ну, вы примерно как я делаю А я тут, мне тут Реанимация? тяжеловато Ну да, понимаю. просто. Дистанцию убери, пожалуйста. А почему такие ровные зубы? Кто его Голливудская улыбка. стоматолог? Вы решили так, да? Посмотрите. Почему бы и нет? А что там, язык Люди и есть? люди и так пугаются, когда его видят, пусть он хотя бы улыбаться будет красиво. Да? Как и я испугалась. Ну-ка, если поднять... Ой, Да, анатомия тяжелый. реалистичная, именно вес головы, Да. вес рук, даже вот если вы руку приподнимете, тоже она будет, ну, прям как у человека. Реально. Посмотрите, да, вся вот эта вот Да, реалистичная реалистичная артикуляция. А могут ли студенты тренироваться, вводить внутривенные инъекции? Все верно. Тут осуществлен внутривенный доступ, именно считывание правильного препарата, считывание препарата и считывание дозировки препарата. И в зависимости от введенного препарата у него как раз таки и будет осуществляться реакция. Какой умный Леонардо. А можно несколько раз втыкать, вытыкать? Конечно. Да, много раз у нас специальная кожа. Сейчас мы даже можем и сымитировать конвульсии. Ой, Если давайте вот смотрите. сымитируем. Трясется. Не трясись. Бедный, трясется. Ноги трясутся. То есть есть несколько видов конвульсий. Есть клонические, есть тонические. Сейчас поставят. Это когда, видите, когда полностью трясет, и когда частичка. Интересно. Вот как так. Производим все в России. И как раз таки вот осуществили большую крупную поставку в КГМА, Республиканский центр. Сколько таких Леонардиков там теперь? Там порядка, там уже 2 Леонардо, 2 подростка, 1 младенец, там целая семья собралась. А, у вас еще и по возрастам Как раз делится? таки, как Киргизская государственная медицинская академия производит обучение специалистов медицинских, и также для того, чтобы будущие студенты-медики, получается, практиковать. Очень полезных роботов вы производите. Как называется ваша компания? Компания Эйдос Медицина. Эйдис Медицина. Друзья, кому нужен робот, персональный робот-помощник, пожалуйста. Ну и цена вопроса такого вот Леонардика. Сколько будет стоить? В зависимости от комплектации оборудования, средняя цена составляет $100 000. 100 000 долларов? Да, все верно. Так, я не беру пока что его. Будем ждать вас в следующем году. Все, может? Дай бог, в следующем году 100 000 долларов на такого Леонардика просто вот так вот. Вынь да положь пусть будет. А у него все органы? Как видите, да. На месте, присутствует да? На месте, да. Прям все. Ну, прям все. Покажите. Я шучу. Не надо. У нас зацензурят потом. Ну, короче, кому надо, у него все органы на месте.
Здравствуйте. А что у вас тут представлено? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте. Еще У нас раз. здесь радиостанции Хайтера, бренд, который производит уже более 30 лет решения по связи, по общественной безопасности. Конкретно у нас на территории республики сейчас налажена крупноузловая сборка радиостанций, бодикамер, с планом по бодикамеры. Да, вот видели у сотрудников милиции, наши бодикамеры используются. Уже более 3 лет на территории республики у нас активно клиенты используют, широко распространено это. И мы сейчас как бы наращиваем только производство. А что это за вейпы у вас? Это вейп? Это нет, это тоже рация. Такая маленькая? Маленькая рация, да, как раз таки очень удобная для официантов, для кафе. То есть, если нужно незаметно, компактно, у них компактно. Да, очень как идет пейджер. наушник, да, вот нашего коллеги, видите, наушник. Такой наушник идет в комплекте и скрытно, незаметно, без... Можно общаться, да? Без Можно вот этих общаться. Все верно, все верно. Здесь у организаторов в том числе такие же рации. Если обращали внимание, пользуются, все очень хорошо. Какая тут отрабатывает. дальность? На какое расстояние можно отходить Такие от маленькие передатчика? рации на открытой местности до километра. Если про такие рации говорим с усилителем, они 100 и 150 километров и даже между городами могут общаться. Да вы что? Я сейчас уеду, например, в Чулпанату, и мы сможем с вами пообщаться? Условно, да, если это все настроить. А для того, чтобы без всяких условностей, есть вот такие рации. Сюда устанавливаются сим-карты, и она вообще по миру можно общаться. То есть Да. один пользователь находится, например, в Москве или в Алмате, второй пользователь в Бишкеке. Она подключается к интернету, и через сервер общение происходит в прямом режиме. В прямом режиме. А если в самолете я захочу пообщаться? Можно в самолете? В самолете, если Wi-Fi есть, проблем нет, можно. Вау. Очень интересно. Еще раз, как называется? Хайтера. А какая у вас самая дорогая рация? Самая дорогая рация, вот эта модель, она уже нашими ведомствами, силовой структурами используется. У нее особенность в том, что она ударопрочная, влагозащищенная. Сегодня утром был ливень, она под ливнем стояла, с ней, видите, никаких проблем нет, она работает. Плюс она зашифрованная речь, плюс она батарейку хорошо держит, плюс у нее GPS-модуль есть, то есть с нее можно... И смартфон. Да, и стоит. А как Инстаграм смартфон. есть там? Инстаграма нет, Инстаграм вот здесь может быть. А, здесь может быть Инстаграм? Реально? Здесь, В да, рации? она на андроиде, сюда можно установить WhatsApp, здесь даже Прикол. камера есть. Вау. И она может в том числе и видеокартинку передавать. А почему не она самая дорогая? Потому что она зависит от наличия интернета. В чрезвычайных ситуациях, в горах или еще где-то нужна связь, которая надежная и независимая. Это для гражданского сегмента. А вот для чрезвычайных ситуаций, для общественной безопасности больше важна надежность, чем функционал. А сколько она стоит? Ну, по ценам все индивидуально, зависит от объемов, от заказчика, от требуемых функций, потому что конкретно, например, данная рация, да, сама рация может там стоить условно, скажем, $800, но к ней дополнительные аксессуары, к ней дополнительные лицензии, расширяющие функции, чехол, гарнитура, зарядка, дополнительно увеличенная батарея, GPS-модуль, Bluetooth и так далее, все это может цену значительно увеличить, конечно, там, до 2 раз. Но мы адаптивны, то есть мы под нужды заказчика все можем Все адаптировать можете и делать. предложить А разные это местное производство? Большая часть оборудования представлена здесь, оно у нас местная, крупная узловая сборка с планом по расширению до мелкоузловой сборки на следующий год. А некоторое оборудование, оно поставляется с Китая. Но у нас есть планы по расширению линейки. Всё, супер. Супер, спасибо большое, классно. Ну, кто не знает Росатом, я не знаю таких людей. Что у вас тут интересного представлено? Расскажите нам, пожалуйста. Так, у нас мы представляем компанию Росатом, представительство Росатом в Кыргызстане. У нас представлено 3 ключевые направления, направления бизнеса, которые Росатом в Кыргызстане реализовывает. Это ядерная медицина. И, может быть, вы слышали, мы открыли в Центре онкологии и гематологии отделение ядерной медицины. Это первое отделение в Кыргызстане, где работает OFACT-сканер, который проводит диагностику онкологических заболеваний. И можно на ранней стадии На ранней выявить? стадии выявить онкологические, и не только онкологические заболевания. И вот буквально в мае мы уже открыли это отделение для клинической работы, и уже более 300 пациентов прошли обследование в этом отделении. Это первое и единственное отделение такое в Кыргызстане. И вот мы дальше планируем вместе с Минздравом, с Центром онкологии реализовывать проект уже современного центра ядерной медицины с собственной радиофармаптекой, с собственной диагностикой, с собственной таргетной терапией, где уже даже лечение будет оказываться. В общем, такой полноценный центр современный, который необходим Кыргызстану. Необходимо, я согласна. Очень Второе
направления. Ну вот можно, например, про ветропарк. Ветропарк. Сказать. Мы... Это который у нас тут в Балакчи строится? Нет, он будет строиться. Это первый ветропарк, который Росатом реализовывает за рубежом, экспортный. И ну, для Кыргызстана фактически тоже первый промышленный ветропарк, большой, 100 мегаватт. Он будет располагаться в селе Кокмуйнок-1. Это не доезжая Балыкчи, с правой стороны. Ну, в Кыргызстане дефицит электроэнергии, это критически важная история. Мы планируем уже приступить к сооружению проекта в этом году. И когда он будет готов? И он будет готов 25-26 год с реализацией сооружения. И в конце 26-го, начале 27-го года ветропарк уже заработает. И получается, все ближайшие села, населенные пункты будут пользоваться вот Там такой... порядка 290 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Это, это существенный будет. Ну, хватит нам, да? Существенный объем. Это хватит не только близлежащим населением, это еще будет наверняка экспортироваться и в Бишкек, и в крупные города другие. То есть это не только для Иссык-Кульской области. И это же еще так экологично. Это экологично. Вот видите, там животные себя чувствуют комфортно, сельскохозяйственные угодья сохраняются, потому что, в общем, у нас общая площадь 200 гектар, которую земли для строительства, но фактически там ветропарк сам будет располагаться на 40 гектарах, потому что в основном земли, которые мы отвели, там будут построены дороги, то есть они будут в том числе использованы для строительства инфраструктуры, которую смогут потом население просто использовать в своих Еще и нуждах. новые рабочие места. Новые Правильно? рабочие места. Там же Вот. люди будут сидеть, следить за Они этим. будут работать и сидеть, и у нас есть социальное обязательство с местным населенным пунктом о том, что мы обучим некоторое количество людей в России для того, чтобы они не просто работали, а они были бы высококвалифицированными инженерами, которые бы уже там определенные сложные работы выполняли. Вообще супер. Спасибо. Спасибо, очень интересно было. Пожалуйста. До свидания. Давайте, расскажите, тундук, я пользуюсь лично. Очень удобно. Я теперь не ношу с собой ни паспорт, ни права, вообще ничего. Это все ваша заслуга? Нет, это заслуга всей команды. Это не может быть заслугой одного человека, я думаю. Это общая наша заслуга прежних руководителей, текущих и, я думаю, будущих. А скажите, что-то интересное сегодня представлено на выставке? Ну, мы представляем такой госуслуги. Я думаю, то, что интересно, она обычно в новостях, в первую очередь, появляется. То, что у нас скоро появится замена водительского удостоверения. О, это очень удобно, кстати. Да, вот, например, у меня уже подходит срок, и мне не нужно будет ни в какой ЦОН ехать, да? Ни в какой УНА ехать. Сразу в приложении смогу это Да, делать? замена И не сдавать водительского экзамен? Нет. Все. Я этого боялась, что снова придется сдавать этот теоретический экзамен. Также скоро будет доступна регистрация брака онлайн через приложение. Можно будет подать Это заявку. вы так поднимаете нашу демографию, наверное, да? Чтобы они просто легко... Руководство нашей страны поднимает эти темы, чтобы для наших граждан было удобно, да, чтобы они не стояли в очередях Не часами. ждали вот эти 3 месяца. Да. Всякое же может произойти. А можно, получается, зайти и в один клик зарегистрировать свой брак? Да? Хоть с кем? Но это все проверяется на этапе подачи всё. заявления. Мы реализуем часть подачи заявления, и в любом случае государство сначала проверит, потому что по закону мы, например, не можем регистрировать однополые браки, многоженство, например, запрещено, поэтому в приложении все эти валидации, проверки будут установлены. Да. Сейчас Отлично. ведется работа в части законодательства. Очень удобно. Цифровизация прям на высшем уровне. Спасибо. Не за что, будут еще лучше, будут новые услуги скоро. Будем ждать. Спасибо, Рахман. Так, здравствуйте. Элькарт. Вау, а что у вас такое интересного тут? NFC инструменты для проведения платежа, замена картам. Тут у нас встроены чипы на браслет и кольца. Также есть стикеры, если на iOS. Можно будет сюда заклеить и вместо карты использовать. Очень удобно. Подождите, я могу этим кольцом оплачивать свои покупки? Все верно, абсолютно верно. Я могу вам продемонстрировать, Как это вам такое, Илон Маск? Как вам такое кольцо? И браслет получается. Давайте продемонстрируйте. Давайте. Смотрите, продавец вводит сумму, как обычно. И здесь, когда необходимо будет ввести карту, мы прилагаем сюда браслет. Вот и дешки на кассе офигеют, мне кажется. Ай,
Не глотасын. А я кольцо, короче, пихаю, да? Ну, это очень удобно, слушайте. Я даже не видела такой технологии. И какая цена вопроса? Смотрите, цена зависит от банка, где вы их приобретаете. И сейчас в Мегаком, Мегапэй офисах у них проводится акция 50% скидки. Кольца, их себестоимость 9500, получается 50% скидки, это 4750, да? Браслеты 7000, своя цена, и 3500 получается со скидкой. Можно Все они будут подключаться к моей карте Элькарт. Только Элькарт. Да, вам в моменте сразу в офисе откроют, привяжут карту, и вы уже можете через 5 минут пользоваться картой. Да вы что, как удобно. Также стикеры можно будет бесплатно приобрести. Также идет также по акции. И вот так. А можно примерить Конечно. кольцо? Да, можете Какой-нибудь. цвет выбрать, да. Вот это, Вот наверное, это вам прикольно, да. А размеры все есть? подойдет. Размеры есть все, да. Да, как будто маловато. Да, чуть маловато. Ну, красиво. Смотрите, какое красиво. И не скажешь, что этим кольцом можно оплачивать. Там внутри чип. Посмотрите. Симпатичненько. Это для девушек, а для мужчин вот почернее, наверное, да? Вау. Ну, тоже. Я бы носила такое. Очень интересно. Спасибо. Классно. Классно. И браслетики вот. Как финички. Помните, раньше носили мы? Просто браслет берешь и оплачиваешь. Apple Watch можно еще, да, прицепить? Как будто бы можно придумать, да, такую технологию? Возьмите на заметку, кто там разрабатывает это. Все, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Бакыт, генеральный директор Альянс Гидро. Гидра. Очень Альянс. интересно. Альянс Гидра. Это что такое? Дочерняя компания Альянс Алтын. Целью компании является реализация строительства малых ГЭС. Малых ГЭС. Где планируется? Именно малый ГЭС, потому что 3 ГЭСа на 2 реках близ месторождения Джируй. Ну, все свое рядышком, да? Да. Все рядышком, все в Таласе. Данный проект реализуется благодаря Кыргызско-Российскому фонду развития и компании Альянс Алтын. Дата начала строительства первый-второй квартал 2026 года. Вот, думаем завершить в течение 24 месяцев. Сумма инвестиций составляет 38 миллионов долларов. То есть это такой флагманский проект на Звучит территории, серьезно. да, на территории Таласской области. Первая цель – это снятие нагрузки с общих сетей. Вторая, конечно, цель – это общегосударственная, касается снятия дефицита. Вот. И У третья, нас сейчас конечно, дефицит да, у нас имеется. имеется основной дефицит. И третье, конечно, это собственная энергокомпания, которая будет снабжать нашу компанию. А сколько нам будет производить мегаватт-часов? Мощность ГЭС совокупности 24 мегаватт. Планируем выработку повысить до 100, а номинально у нас 95 миллионов киловатт-часов. Ну, это больше, чем достаточно. Если рассмотреть наш проект, то есть на одной реке Тюшашу у нас расположено 2 ГЭСа, это как каскад ГЭС, а на реке Чонгчичкан тоже ГЭС. В нем расположены 2 гидроагрегата. Оборудование у нас европейская компания Цинк Хайдра. Реализация проекта занимается местная компания. Проектирование проводила компания Росатом. В Все общем, серьезные организации. все серьезные компании. Классно. Недавно были у вас в Джируе. Очень понравилось. Такой свежий воздух. Ну, я так от себя скажу, да. Правда, пожаловались работники. Говорят, запретили пить хумыс. Хумус. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, правильно, хумус. У нас есть общий регламент. Нечего, да, пить, когда надо работать? Когда хумус пьет человек, он расслабляется. Да. Да, это расслабительно, поэтому он должен... В мельницах там не расслабишься. Да. У вас же Поэтому там точность нужна. Люди должны быть сосредоточенные, морально готовые, отдохнувшие. Поэтому никаких камызов на месторождении и на строительстве нашего ГЭС. все, спасибо большое, очень интересно было, Рахмат. А что у вас тут представлено? Что за медали? Расскажите. Это у нас медали от компании Альянс Алтын, от нашей компании, материнской золото? компании. Золото.
Золото модель, значит золото. Ну все. М. Возьму себе одну сейчас тогда. Все, Пожалуйста. спасибо. Давайте. Было приятно пообщаться. Все, Рахман. Ну, а основное мероприятие, заседание проходит здесь, в пленарном зале, где озвучивается просто тонна полезной информации не только для экономистов и финансистов, но и для обычных людей. И давайте с вами сейчас заглянем, правда, шепотом, потому что здесь выступают спикеры, мы не будем мешать. Тут озвучиваются все итоги, проблемы и их решения. И всю данную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте. Она, безусловно, будет вам полезна. Ну а мы заканчиваем наш обзор. Ставьте лайки. Конечно, как всегда, подписывайтесь. Акчабар, ваш лучший новостной портал. Все.